Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Как вы могли бы прокомментировать данное высказывание? На сегодняшний день следственные действия практически все завершены. И на все те вопросы... Как называется статья, по которой вы проводите расследование? Статья, она изначально была одна. Какая? Терроризм. Приготовление к совершению терроризма. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело. Она что, возбудила уголовное дело против самой себя? Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения. Как получилось так, что даже руководство МВД спустя лишь 2 суток в такой курьезной ситуации узнало о том, что это учение? Почему получилась такая задержка во времени? Точно я так понял. Так вы поймите, что, знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений... Извините меня, но мы спрашивали вас, предоставьте нам этих людей, которые заложили эти мешки, предоставьте эту машину. Где они? Я хочу вам ответить, что повторить то, что я уже говорил. В результате, вернее, по необходимости использования в учениях мы задействуем все силы и средства. Ну вот на мой взгляд, что нас в очередной раз делают из нас дураков. Дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Ну, поведет оно эти дела и в конце концов закончит. Вообще-то страшно, конечно, об этом говорить, но мне кажется, что на самом деле все было правдой. Никаких учений не было. Я обращаюсь к другим жильцам дома номер 14 по улице Новоселов, присутствующим здесь. Скажите, вот в ту ночь, как вы считаете, учения прошли успешно, или вам все-таки та ситуация не показалась учебной? Нет, нам не показалось это учение. Тогда вам не показалось, что это учение? Нет, тогда нет. Нет, это были не учения. Пережили мы эту ночь. Но когда господин Патрушев объявил, что это были учения, больнее стало в 100 крат. Как это так? Наши родные люди над нами издевались в течение 2 суток. Почти 2 суток сравнялось, когда объявили, что это было учение. Ну ладно, там Чечня, какие-то террористы. А это свои люди, наши сограждане. И нас терроризировали. А вы сейчас верите, что это были учения? Нет. А почему? Не верю, потому что было очень правдоподобно. И жители Рязани, и многих других городов, очень многие, не верят во всю эту историю, понимаете? И я вот тоже сижу, прослушиваю, и не верю в эти сказки, которые сейчас рассказывают ФСБ. Я тоже сам бывший военный. Уволился в должности начальника штаба отдельной воинской части. Учений за 28 с лишним лет службы провел, вы знаете сколько? И вот то, что здесь рассказывают солидные люди, генералы, про эти учения, вы понимаете, уши вянут, слушать. Эти 2 факта, вот эти 2 документа, это уже достаточно, чтобы в любом цивилизованном обществе провести самое тщательное расследование. Вообще, кто же у нас дома взрывает? Ничего этого не сделано. И люди, которые в Государственной Думе депутаты требовали этого, один убит, другой отравлен. Все, кто занимались этим делом в ФСБ, все изгнаны, уволены, отстранены от оперативной работы, убиты, отравлены. То есть, знаете, да? Те, кто этим занимался, их всех убили. Первым занимался этим Сергей Николаевич Ишенков, был в комиссии по взрывам домов. Потом был Литвиненко, экспертом этой комиссии. Была Аня Политковская, членом этой комиссии. Был адвокат Трепашкин, членом этой комиссии. Депутат Головлев. Вот все по-разному пострадали в какой-то степени. И судя по всему, и судя по тому, что мы расследовали в Рязани, и наш коллега Николай Николаев сделал целый сюжет большой в программе «Итоги» и программу «Независимое расследование», где участвовали даже, не боясь этого, КГБшники, там генерал Зданович пришел, то практически удалось доказать, что был настоящий гексоген и настоящие детонаторы. Это взяли независимые рязанские эксперты, экспертизу. Милиционеры арестовали этих офицеров ФСБ, которых потом Путин всех наградил и сказал, что это были успешные учения.